Бурлунданы велодышес, талын менеуна кысем шорнитышны, медводжа класслы, комикыв небок кужа. Металлун куиман вебинар булын, мне Терентьева Светлана Николаевна, Расова Галина Ивановна и Вита Федоровна Поберевская, неуна бурунжик мияндына матышчас и соттас миян шорнидор. Микас я виштавна мы не унамик там прочим шорнит не Галина Ивановна. Касьям медводж мне касья виштавна общий подход я с юлыш, тая учебник дорас. Содержание учебника «Коми-язык» построено на ситуативной игровой основе, и большую часть страниц учебника занимают сюжетные иллюстрации. Это позволяет формировать у обучающихся как языковую, так и коммуникативную компетенцию. Вместе с вымышленным героем медвежонка Мошпи обучающиеся включаются в активную речевую среду, путешествуя по страницам учебника. Медвежонок приглашает детей к участию в разных видах деятельности. Это слушанию коми-речи и общению на коми-языке, анализу слов и предложений, чтению, раскрытию лексического значения слова, также составлению предложений, диалогов и рассказов. Для развития у учащихся познавательного интереса и активизации их деятельности в учебнике имеются задания на моделирование, конструирование, классификацию и сравнение. С целью формирования у детей умения работать с информацией в учебнике предложено условное обозначение и различные виды упражнений с моделями и схемами. Каждое упражнение сопровождается инструкцией. Если в упражнении содержится несколько заданий, выполнять их необходимо в указанной последовательности. Прежде чем дети приступят к выполнению упражнения, учителю следует выяснить, все ли дети понимают задание и последовательность его выполнения. Иллюстративный материал учебника позволяет обогатить словарный запас учащихся, который способствует активизации внимания и помогает в создании речевых ситуаций. На основе учебника студентами Института педагогики и психологии был разработан электронный образовательный ресурс с одноименным названием. Сегодня мы хотим его представить вам. Коротко тоже расскажу о нем. В процессе его создания решались задачи эффективного сочетания дидактических задач и технических решений. Электронный образовательный ресурс позволяет, во-первых, учесть возможность выбора средств обучения и форм организации деятельности обучающихся на уроке. Это индивидуальная, групповая или фронтальная работа. Позволяет учесть уровень владения детей коми-языком. Представляет доступ к разнообразной информации из лучших сайтов, библиотек и музеев. Также ЭОР способствует повышению интереса к изучаемому предмету за счет наглядности, занимательности, аудио и видеоматериалов. Дает возможность восприятия аудиотекстов на коми-литературном языке. ЭОР, электронный образовательный ресурс, активизирует познавательную деятельность обучающихся. Данное электронное пособие представляет собой поурочный комплекс материалов, как и в учебнике. Здесь представлено 33 урока, которые включают в себя аудио-видеофайлы, памятки, прописи и разнотипные интерактивные задания. На типы задания такие, как на классификацию объектов, на сравнение объектов, на соответствие объектов, с перемещением объектов, со скрытыми объектами в виде кроссвордов, таблиц, также с аудио-видеофайлами и с использованием инструментов программы. После каждого раздела, а их в учебнике у нас 12, как вариант предложены задания на рефлексию, по которым можно определить уровень усвоения знаний и умений учащихся по данной теме. Для выработки правильного написания обучающимися, в данном случае именно для первоклассников, первоклассниками букв или буквенных соединений, в материалах комплекса реализована возможность
их прописи. Прописи включают в себя буквы коми алфавита. Также в рамках этнокультурного образования школьникам предлагаются обвести разные фигуры по контуру, а затем нарисовать самостоятельно коми орнаменты. То есть это все представлено в электронном образовательном ресурсе. Кратко это моя информация, что я хотела сказать, и слово передаю Галине Ивановне. Видео, да. Ми коймат школан заводіта не на комі, чорний тиждень. Коймат школан велода кичку інвов коміків і велодами коміків кич або чужанків, кикат класса, не кунсат классач. Значит, сейчас обучение коми языку как неродному ведется по одночасовой программе, наверное, как и везде в нашей республике. И переход на одночасовую программу было продиктовано учебными планами, а те, в свою очередь, другими нормативными документами. И многими учителями коми языка пришлось перестраивать свою работу, брать дополнительную нагрузку и преподавать не только коми язык, но и русский язык. И, к сожалению, практика показывает, что далеко не все учащиеся умеют четко и логично излагать свою речь даже на родном им языке. Ну, что уж тут говорить о неродных языках, в том числе и коми языке. За последние годы качество знаний по коми языку, как неродному, значительно снизилось. Недостаточно развиваются коммуникативные умения учащихся. И здесь можно выделить несколько причин или факторов возникновения данной проблемы. Во-первых, работе по формированию коммуникативных умений учащихся уделяется недостаточное внимание. Что можно сделать за один урок? Это познакомиться с новыми, за 1 час, при том, что сейчас уроки в некоторых школах сокращены до 35 минут. Успеваем познакомиться с новыми словами, выполнить задания и упражнения, где эти слова встречаются, с использованием учебника. Знания и навыки, которые приобретаются на уроке, дома не закрепляются, потому что, например, в нашей школе, но я знаю, что и во многих других школах, в начальном звене домашние задания не задаются. И в некоторых школах даже в среднем звене. Не говоря уже о том, что безоценочная система. Лексику надо учить, слова надо повторять, потому что если это не делается, то не создается база для развития коммуникативных умений учащихся. Нет базы, нет основы. На мой взгляд, в начальной школе для создания базы по развитию коммуникативных умений необходимо использовать средства изобразительной наглядности. И если говорить об учебнике коми языка для 1 класса, о котором мы сегодня ведем речь, то сочетание материала в нем как раз создает благоприятные условия для развития речевых ситуаций. Такие задания, например, как постарайся найти на рисунке как можно больше знакомых предметов, расскажи о домах, изображенных на рисунке, скажи, какими игрушками играют персонажи, назови изображенных на картинке членов семьи. И другие задания подобного рода стимулируют речевую активность учащихся на уроке. Кроме этого, после подобных заданий ребятам хочется создавать собственный рисунок, а он, как известно, является одним из эффективных средств формирования коммуникативных умений. Потому что пока обучающийся рисует, он думает о предмете своего изображения так, как если бы он об этом рассказывал. Отсюда вытекает важный методический вывод. Слова повторяются учащимися в процессе рисования, что положительно влияет на процесс планирования, высказывания во внутренней речи, а значит обеспечивает процесс реализации этого плана при словесном оформлении. Графический язык в некоторых отношениях более доступен обучающимся, чем язык слов. И необходимо учащегося научиться видеть предметы, их форму и цвет. И в учебнике как раз мы также можем увидеть задания такого рода, как назвать, какого цвета игрушка, какой формы и так далее.
Занятие рисованием – необходимая подготовка к словесному творчеству, и собственный рисунок внесет в учебный процесс разнообразие и занимательность, позволит ненавязчиво закрепить новые слова. Поэтому за несколько минут до окончания урока я предлагаю ребятам создать свой рисунок. Тем более, что задания в учебнике уже как бы подвели к этому. Например, нарисовать дом, в котором ему хочется жить. Мы уже отработали на уроке, да, увидели и описали домики. Теперь создаем свой дом. И мыслительные процессы, как говорится, пошли. Самое интересное, ребятам говорю, что, так как это делается за несколько минут до окончания урока, соответственно, дети не успевают завершить рисунок. Говорю им, что домашнего задания нет, но они сами как бы спрашивают и высказывают желание о том, что можно ли завершить рисунок дома. Ну, соответственно, на следующий урок им хочется рассказывать о том, что они изобразили. Ну и таким образом ненавязчиво лексика повторяется и закрепляется дома. Рисунок учащегося способствует наблюдательности, поскольку, изображая что-либо, он выбирает размер, форму, цвет, характеризующий предмет. Следовательно, в процессе рисования внимание обучающегося акцентируется и на качественной стороне предмета. Вместе с тем в его сознании и закрепляются слова, которые обозначают признак. С помощью рисунка учащемуся легче воссоздать облик живой действительности, поскольку, рисуя, он учится видеть, наблюдать, анализировать, выделять существенное, сравнивать. В процессе рисования ученик обращает внимание на то, что вызывает его непосредственный интерес. Ему интересно все яркое, крупное, то есть все то, что затрагивает его эмоциональную сферу. И рисуя, ребенок находит реальную форму воплощения для своего переживания. Процесс рисования интересен для учащегося и вызывает у него определенные эмоции. Следовательно, рисунок помогает сосредоточить внимание на рассматриваемом предмете либо проблеме. И известно, что многие учащиеся воссоздают образы и картины прочитанного неточно и даже неверно. Поэтому рисунки, которые выполнены учащимися на основе, например, того же прочитанного текста, способствуют выявлению в известной мере того, что действительно воспринято ими. Рисунок помогает обучающимся не только как-то конкретизировать, уточнить их представление о прочитанном, но и в доступной для них форме, через цвет, отдельные изобразительные детали, выразить свое отношение к изображаемому. Создавая иллюстрацию, учащийся осмысливает прочитанное, вместе с тем он получает зрительную опору для того, что осмыслить, следовательно, рисунок стимулирует запоминание, то есть положительно влияет на долговременную память. Долговременная память – это один из ведущих речевых механизмов. Она предполагает обогащение словаря учащихся, систематическое накопление элементов отбора и формирование способности производить отбор слов, адекватных теме и замыслу высказывания. Рисунок облегчает развитие этого сложного механизма, стимулирует поиск наиболее уместных языковых средств. Следовательно, использование рисунка, созданного учащимся к тексту, обогащает запас языковых средств и представлений, развивает ту сферу мышления, которую определяют как наглядно-словесную. Таким образом, рисунок, созданный учеником к тексту, положительно воздействует на развитие познавательных процессов обучающихся. А в свою очередь, развитие познавательных процессов имеет немаловажное значение для совершенствования речевых механизмов, которые являются психологической основой формирования учащихся коммуникативных умений. Соединение словесных и изобразительных средств дает двойную мотивацию для создания высказываний и в большей степени способствует развитию связной речи. Поэтому с детьми рисуем. Чтобы запомнить слова и запомнить лексику, да, потому что другого выхода у нас нет. Ну, власне, как ученка юалами, с Микасим, аджинат я наш юалами из чата, да? Есть какие-то вопросы? Нету? Пока. Ну, наверное, сейчас Анна Кывсача там Вита Федоровна и Гашка власне на ученка Ян юалам, я зэб косхищис кывнат янлыш.
Да, юалым место. Сейчас мы это с места. Большую рокировочку. Садись, если что, я тебе покормлю там вот это. Добрый день. Хочется сказать, что мы разработали электронный образовательный ресурс. Можно ваш показать учебник. Вы так постеснялись. Вот этот учебник для 1 класса. Электронный образовательный ресурс разработан на платформе Smart, поэтому для того, чтобы им воспользоваться, нужно установить будет смарт-ноутбук на своем компьютере. Или же, я надеюсь, что у вас есть эти доски в школе, то можно установить, пользоваться как бы для общего пользования. Почему такое разделение? Вы можете данные электронный ресурс и дома использовать, потому что я не думаю, что все дети и их родители знают коми-язык, а хотелось бы обогатиться правильностью языка, именно лексической правильностью, именно коммуникацией, чтобы родители помогали детям коммуницировать и вот в эту среду языковую погружаться. Ну и для учителей это тоже, я думаю, будет большое подспорье. Значит, эта папочка, которую мы создали, вы сейчас на экране видите, это вот как Светлана Николаевна говорила о том, что 12 больших тем. В каждой теме, если вы, вот, например, давай познакомимся, есть уроки, например, 4 урока посвящено этой теме, и есть отдельно проверка знаний, рефлексия, то есть создан такой вот файл. Например, если мы откроем Новый год, там всего лишь 2 урока, и точно даже файл на проверку знаний. Или вот сказки. Всего лишь 1 урок, это как раз конец учебного года, и опять проверка знаний, рефлексия на весь учебный год. Давайте рассмотрим несколько, скажем так, открытых уроков. Вот это урок номер 1. Ну, во-первых, мы решили, когда разрабатывали электронный ресурс, взять стилистику учебника, который был разработан художником. Ну, во-первых, это Мишка Ошпи, который здесь везде будет встречаться, и те условные обозначения, которые авторами были придуманы. Извините, Светлана Николаевна, сейчас можно возьму. Вот посмотрите, это у нас с вами, например, Мишка Ошпи с наушниками, Мишка и Белочка, или там Мишка и Звездочка. Все это условное обозначение мы в этом электронном ресурсе постарались сохранить. Второе, оформление. Вот сейчас 1 урок открыт, и вы видите, что верхняя часть это как раз элемент с коми-орнаментом. И у нас на экране как раз точно такое же повторение этого же элемента. Причем название, тема получается, она точно так же у нас копируется. И цвет урок 1, и чтобы ребенок понимал, что они почти похожи. Понятно, что это 1 урок, он на русском языке написан, дети уже умеют читать по-русски, но им нужно познакомиться с коми-языком. Ну, вот, например, если я нажму на Мишку в наушниках, должна прозвучать не коми-речь, а речь вот этого текста, который на экране. Извините, наверное, колонки не подключены. Вот если открыть 2-ю страницу, например, Республика Коми, Светлана Николаевна говорила о том, что у нас есть именно как гипербиблиотека, то есть у нас есть внешние ссылки, внутренние. Вот если посмотреть внимательно вот на этот значок, это, конечно же, ютубовский значок. Мы нашли видеоролик, а именно мультфильм про Республику Коми. Я сейчас его запущу, если позволит. И вот, например, Россия. Ребенок должен четко понимать, где располагается республика. При нажатии, естественно, увеличивается, масштабируется, собственно, наша страна, Российская Федерация, и Республика Коми обозначается. Дальше, ну, мы знаем, что на пустом поле имеется, собственно, республика, и вы легко можете найти свой район с элементами, которыми, ну, присущи даже этому району. Если посмотреть внимательно, то есть это вот эта же карта, 1 и 2. То есть мы решили, что мы добавлять сможем только что-то, ну, скажем так, это те задания, которые прикасаются рефлексии. Если перевернуть на 2-ю страницу, то это уже начинается другой урок. Рассмотрим следующий урок. YouTube, извините, не загрузился, не наш компьютер, я, к сожалению, не могу с этим поспорить пока. Например, изучение звуков «ы» и «дж». Я еще раз попытаюсь звук, чтобы услышать, но здесь нет колонок, поэтому я не могу понять, слышны ли вы или нет. Ну, должно прозвучать «мам»,
Вот нажимая на мишку, бать, все слова, которые мы вот здесь вот имеем, вот так они повторяются. Если вы видите, мишки, точно так же, как из учебника, они артикуляцию звуков губами повторяют, чтобы ребенок понимал, как это должно внешне быть, ну, у него, как минимум, как он должен ощущать от буквы «э», например. На втором уроке, например, он должен подобрать по звукам, то есть он понимает, опять же, это из условных обозначений, что это твердый согласный, это гласный. То есть, вот, например, бать или мам должно прозвучать вот в этих диалоговых фразах. И, опять же, вот здесь можно уже, опять же, смарт-технологии в чем заключается? Имея инструменты, которые у нас есть в панели инструментов, можно диалоговую часть нарисовать стрелочкой, то есть кому эта часть диалога принадлежит. Ну, стрелочками обвести, цветом может обозначить каким-то образом. И третья часть урока, когда вот с приемом перетягивания, извините, я вот наугад пока перетягиваю, он может подставить те или иные буквы на нужное для него место. То есть правильность могут проверить как индивидуально, так и фронтальным способом, то есть при общении с детьми. Причем вы понимаете, что это нужно озвучить обязательно. Следующий урок, не урок даже, а хочу вам открыть, это одна из рефлексивных частей. И хочу вам сказать, чтобы вы не пугались, когда буква F латинская появляется, это флеш, это значит анимированные элементы. Но мы вот сегодня пообщались, и есть такой нюанс. Флеш, то есть рефлексивные детали, например, я открою один из них, вот он сейчас будет загружать, я их не могу поменять, мы только можем поменять содержание, там, например, писать звуки, буквы, но есть герои, которых я, например, сделать не могу. Пожалуйста, загружайся. Например, появляется дракон и рыцарь, для того, чтобы те или иные звуки из башни вызволить. Но, к сожалению, в сказках народа Коми нет ни драконов, ну, в большом таком, да, вот, и нет рыцарей, вот именно в доспехах. К сожалению, это то, что заложено в смарт-технологии. И поменять мы ничего не можем. Но вот интересная игра, когда рыцарь побеждает дракона, при этом освобождаются звуки, это вот я считаю, что, на наш взгляд, достаточно интересный элемент. Извините за техническую... Ну, это не по нашей вине. Куда делся-то? Ну, вот, шестой. Ну вот, на шестой как раз я его пытаюсь открыть. Вот он. Вот. Ну, там должна вот картинка загрузиться, и где я вот ту или иную элемент должна, ну, передвинуть. Вот, к сожалению... Александр, извините, пожалуйста, у нас флеш не идет анимация у вас на компьютере. Вы не подскажете? Звука нет. Ну, звук-то, колонок нет. Звук появился. Это мой телефон. Флеш-анимация. Да, флеш-анимация. Мы хотели просто продемонстрировать. Спасибо, извините, пожалуйста. Получится? Ну, я буду тогда дальше рассказывать. Я надеюсь, что у вас на компьютере все хорошо будет. Значит, там есть и игра в баскетбол, то есть когда элементы, например, буквы согласных и гласных нужно распределить, группировать. Например, есть домино, когда нужно собирать, чтобы слог получился. Ну, достаточно интересно, даже вот по этой части, которую вы видите, 8, например, флеш-игр, которые на рефлексию мы предусмотрели. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я надеюсь, что к концу демонстрации мы флеш запустим на этом компьютере. Мы готовы вас выслушать. У меня есть вопрос. Да. Почему нет в доступе для педагогов? Кстати, и вот мало того, что у нас разработан, то есть, собственно, электронный образовательный ресурс, еще со Светланой Николаевной разработали методическое сопровождение, то есть поурочное, то есть 33 урока разработанных есть. Ну, я дополню, да, 33 урока к учебнику и отдельно вот по смарт-технологии. Да. То есть мы отдельные все элементы сделали, потому что понимаю, что есть технические средства определенные, есть нет их, но это уже нюансы.
Почему нет? Ну, мы где можем, там рекламируем. Где получается, мы готовы, это все на бесплатной основе, то есть нам денег за это не надо. Мы готовы отдать в школу, чтобы обучали языку. Но вот пока вот хотя бы через вебинары. Пока обращения не было. Да, пока обращения не было. Я думаю, что мало кто предполагает. На какой адрес можно написать? ИПИП. ИПИП сексу.ру. Сексу.ру. ИПИП. ИПП. Это надо... Да, куда-то ну, сейчас пишем тогда. И ежегодно, еще хочу отметить, что ежегодно в нашем Институте педагогики и психологии Сыктывкарского государственного университета проходят у нас 2 конференции. Это Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные процессы развития образования» в ноябре месяце, где мы ежегодно демонстрируем вот эти все наработки, которые делают как студенты, так и преподаватели, представляем мастер-классы. И в апреле у нас сейчас ожидается 8 апреля конференция «Перспективы и реалии педагогического образования». Здесь тоже представляют и студенты, ну в основном это студенческая конференция, и большей частью студенты представляют свои работы по разным направлениям. То есть можно принять участие в этой конференции и увидеть то, что делается в институте. Ну да, и это не только студенты, у нас и обучающиеся школ, и учителя принимают участие. Во Всероссийской у нас была хорошая традиция, мы делали всегда отдельную секцию по реализации этнокультурного образования на территории Республики Коми. И там, ну в основном в последнее время это как раз использование электронных образовательных ресурсов. И блоги, и чаты, и очень интересно был опыт реализации, например, олимпиады в интернете по коми языку и литературе. То есть достаточно интересные вещи. Ну вот я могу тоже прорекламировать один из электронных ресурсов, который мы также разработали со студентами по росписям Республики Коми. Это Пижинская, Ударская, 4 их, Мезенская и Верхневычегодская. Вот они это как электронные подписи, вот варианты, когда есть доска, и ребенок эти же элементы пытается нарисовать. Почему интереснее на доске? Во-первых, не страх запачкать бумагу, вот о чем дети очень часто затрудняются рисовать на листе, потому что у них возникает такой страх, а как же это получится? Потому что, в принципе, это свободная кистевая роспись. Почему, по примеру, например, прописи, так же, как вот в учебнике, например, звук ДЗ, вернее, буквы, да, они точно так же в прописи пишут, и вот также в прописи у нас мы создали сначала с точечками, потом с пустым пространством для росписей. Вот оно перекличка идет, то есть одно другого должно дополнять и, опять же, пропагандировать культуру, и я считаю, что очень богатое наследство коми народа. Ну, еще немножко техническая такая заминочка. Ну, здесь надо сказать, да, учебник-то вышел у нас, а прописи тоже разработаны, но прописи не вышли. И, как называется, бумажный вариант. Поэтому те прописи, которые в смарт-технологии представлены, можно где-то найти, показать, то есть они сделаны с этого, с той прописи. Не получится. Да? Ну, вы простите нас за эту техническую, в связи с тем, что Смарт здесь только установили программу, как нам в Министерстве образования, мы когда делали сводочку, нам представили, что достаточное количество школ имеет смарт-доски, поэтому мы взяли именно смарт-технологию для разработки именно интерактивного электронного образовательного ресурса. Что в каждой школе можно. Да, то есть... Звук тоже не дает, да? Ну, там не проигрывает флеш. Ну, понятно. Ну вот, опять же, одно из заданий, пожалуйста, нужно определенным образом поставить буквы, чтобы получилось определенное слово, да, и учитывая, что это с цифрами, опять же, по коме можно называть их, передвигать, и в итоге получится у нас хорошая репка. Ну или второе задание, например. Здесь можно либо передвинуть, либо вот брать как раз волшебную ручку, которая у нас имеется в арсенале, и работать с ней и писать, например, от руки, что именно сделать, посадил, то есть дед, бабушка посадила, то есть писать письменные или печатные буквы, в зависимости от того, как вы от детей будете требовать.
Там перевод, наверное, сначала, а потом уже слово Ну они да. подтягивают. Ой. Извините, сейчас я верну действие назад и выберу стрелку. Ну, покажи, страница раз не открывается хотя бы этот. Или не скачиваем там урок. Нет, не скачано. Может, у кого-то вопросы возникли какие-то? Предложения? Нету, да? Ну, можно еще один. Слушает. Мы вот, пожалуйста, предложение, когда составляют, да? Буквы Е, ошибка. Мгм. Ну вот. Вставить или написать Мгм. нужный Буквы. текст. Пожалуйста, передвигаем. Рассказываем про того или иного сказочного героя. Ну, здесь точно так же про цвета, которые вы говорили, да, вот ребенок может нарисовать, составить предложение, при этом используя цветовую характеристику. Ну и вот шкаф, что на какую полочку он должен поставить, чтобы у него получился И рассказывать. и рассказывать, гардероб, например, да. Ну и так далее. Ну и последний этап, например, написать полностью от руки вот предложение с дополненной схемой. И внизу пишет Да. он, да, И получается? на этих строчечках он пишет. Мы строчки специально нарисовали в связи с тем, что ребенок теряется тоже опять же в пространстве доски. Когда она не разлинеена, он и буквы начинают у него и прыгать, и скакать. Но мы сделали всего лишь одну, то есть нижнюю как бы подчеркивание, чтобы он высоту уж сам начинал рассчитывать. Кстати, вот ручки, которые и к смарту идут, они есть разные. В основном крупные, это для учительской руки, но есть и маленькие. То есть если у вас нет в комплекте, можно, я думаю, что у представителей Smart попросить или закупить эти ручки, и детям очень удобно ими рисовать. Ну, по крайней мере, нам так предоставили, мы это увидели, потому что представитель Smart как раз приходил и смотрел наши По заказу учебники. их еще было. Да, мы еще это разрабатывали, потому что они заказали нам именно Smart-сопровождение вот учебника по коми-языку. Ну, если нет вопросов по технической части, мы можем Напиши написать. на этот, куда обращаться. Если я здесь напишу, они ведь увидят, Может, да? какой-то запрос вот, от муниципалитетов? Или каждый Как нам учитель сделать? должен... Или на Центр этнокультурного образования пусть напишут, да, Да. запрос от муниципалитета. Нужны, Да, с просьбой, чтобы... да. Собака. Извините. Собака так собака. Y, да? Y, да. О. Ты Сык. букву Р написала, что ли? Сык. И, нет, это К. К. Сык. Да. Т, да. Т. Су. Ну, еще раз, пожалуйста, озвучьте, где можно приобрести данный смарт-продукт. Еще раз озвучьте. Вот. Обращайтесь по этому адресу. Извините, как могла мышкой, так написала. На смарт-доске, конечно, было бы лучше. Распознание текста я тоже здесь пока не сделала, хотя это тоже можно. epip@sexu.ru. И в теме письма можно так писать смарт учебник. Смарт-учебник. Смарт-учебник по коми-языку. Единственное, Если вы городские, можете подойти в наш институт. А если уже с других районов, тогда через почту и телефон напиши еще. Напиши мой телефон, если что, этот 8904. Первый класс. 8904. 23. Да, забыла, что такое мышкой писать. 98. 98. 99 пропустила. Светлана Николаевна, короче говоря, извините, запущу я Word, а то я сейчас буду еще полдня рисовать. Ну, вот сам верхний. Еще правым Господи, извините. Чуть другой интерфейс и все. Так. Так, 8904. 8.
904 8 904 23 23 98 716. Терентьева СМ. И этот адрес нужно тоже. Угу. И напиши еще раз. ИПП. Собака. К. Извините. Ну вот, если... И напиши, как написать этот смарт-учебник. В теме, да. Тема. Угу. Перейти на русский. Нет, так, пиши, по-моему, это нормально. Смарт-учебник по какому языку? Эта тема будет вашего письма. Обращение, да. Угу. Приглашаем принять участие в наших конференциях. И опять же, если хотите, то есть вот этот электронный адрес или телефон Светланы Николаевны, это как раз вот куда можно обратиться, чтобы принять участие в конференции. И там, кстати, вы можете получить... Заявку подавать вот по этому, да? Да. Вот вы можете вот эту статью, я хотела вам предложить, чтобы вы участвовали с этой статьей. Бесплатные у нас публикации. Выходит электронный сборник по материалам конференции. Принимайте участие. Да. Но мы всегда отправляем и на управление образования, и в школы информационное письмо, но, к сожалению, почему-то не доходит. Не доходит. Они успевают, потому что учителя работают загружены. Если что хочется хотя бы сказать, прийти послушать, что смарт посмотреть, сам по себе пообщаться. объем хороший, поэтому переслать по почте вам не получится. То есть нужно каким-то образом подойти и взять его. То есть мы не можем вам каким-то образом переслать по почте. Если бы это было так удобно, то, в принципе, мы могли бы сделать. К сожалению, это невозможно. Может, тогда удобнее вот как раз с Клеро поговорить, чтобы они разместили. У них же есть свои... Но дело в том, что мы разрабатывали под эгидой Сыктывкарского государственного университета, и хотелось бы, чтобы это у вас там вот нельзя так сделать? Ну, если на территории просвещения... Ну, на территории просвещения можно попросить там разместить. Ну вот если будет заявка, надо все-таки какую-то коллективную заявку, кажется, или на университет выйти прямо. Можно на университет, потому что мы все-таки работники университета. Есть еще вопрос, есть ли разработки на другие классы? Это больной вопрос, конечно. Рукописи давным-давно готовы. Вот сейчас я была только у Галины Владимировны Китайгородской. Она сказала, еще раз подтвердила, что ожидается публикация наших учебников на 2, на 3 и 4 класс. То есть они там по единой линейке сделаны. Мы очень сами ждем, что эти учебники когда-то выйдут. Как выйдут учебники, дальше мы сразу будем составлять уже на основе вот этих учебников смарт-учебники. Без опубликованных учебников мы это, к сожалению, делать не сможем. Ну да. Мы можем только на основе изданного учебника сделать. Еще вопросы есть? И, конечно, хочется отметить, что все это было сделано благодаря нашим студентам. Это выпускная квалификационная работа коллективная. Да, у нас впервые такая совместная работа была. Неудачная. Удачная, да. Ну, скажем про них, да. Ну, вот, например, Смарт помогал делать Ходаковский Степан. Вот он, конечно, очень много работы сделал, именно с точки зрения технического и расположения. И Витязева Оксана, которая помогала методическое сопровождение делать к электронному ресурсу этому разработанному. То есть это, конечно, очень большая работа сделана. К сожалению, Степан у нас в школе не работает. Витязева Оксана, учитель в Вижемском районе, село Няша-Бож. Работает учителем. Спасибо большое. Если нет вопросов. Нет? Ну, все, тогда спасибо за внимание. Будем ждать от вас какой-то